Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себя взяла. Всем хай, с вами Циничный Комяк и мой видеожурнал «Уебануться». Видеожурнал «Уебануться» — это обзор происходящего в Республике Приколов, слова главных действующих лиц и здоровая нотка скептицизма. И я начинаю. Игорь Лопырев снова вляпался в гафно. Шо? Опять? После того легендарного интервью агентству Коминформ, Игорек оказался должником банка на сумму 11 миллионов русских денег. Дело в том, что будучи мужем дочки бизнесмена Карапетяна и имея теплую должность в компании Ташир, тогда еще Булатов взял 2 кредита на общую сумму около 10 миллионов. Возвращать заем Игорек не захотел, и поэтому банк-заемщик пошел в суд и выиграл дело о взыскании долга. Теперь сверхэффективный менеджер и зампред правительства Республики Коми Булатов с учетом пени и госпошлин обязан выплатить банку около 11 миллионов рублей. Вот так вот хитрый бизнес-план пошел по пизде. В ночь на 2 февраля сгорел дом многодетной семьи в Ильгарте. Жители остались без крова, имущества и запустили клич помощи в социальных сетях. Разумеется, что жители республики сразу начали помогать погорельцам. Видя эту движуху, политические партии решили немного хайпануть на этом. Единая Россия предложила погорельцам услуги в восстановлении документов, а партия ЛДПР подарила школьные принадлежности. Однако промахнулась дважды. Во-первых, подарки были с символикой партии, а к тому же детям, что в условиях флешмоба «Дети вне политики» смотрелось как обычный пиар на детях. Если вы подумали, что это днище-днищенское, то не торопитесь. Администрация Ильгарта пообещала выдать погорельцам жилье из маневренного фонда и попыталась заселить семью в халупу, где ремонта, судя по всему, не было никогда. В общаге имелись отваливающиеся обои, грязные подъезды, пятна от протечек на потолке, замятый линолеум, разбитые раковины, не дотягивающие до нормальных температур батареи, отсутствующие местами электричество в подъездах, самовольно установленные перегородки в комнате. Примерно то же самое касается и второго предложенного варианта. Ну а чего вы хотели? Это Россия! Депутат Госсовета Виктор Битехтин по прозвищу «Зеленый кот Етра» пытается наезжать на последнюю надежду республики Олежу Михайлова. Очевидно, что Битехтин отрабатывает свой вискас по заказу «Единой России», отводя тех от критики Олежи и беря удар на себя. Битехтин обвинил Олежу в хайпажорстве, отсутствии на рабочем месте и с разрешения депутатов «Единой России» инициировал особый распорядок проведения заседаний, естественно, чтобы заткнуть Олежу. Тот, в свою очередь, возмутился, что житель Белгорода, не местный человек, тут пытается рулить, да еще и под дудку Ядра. Ответ не заставил себя долго ждать, и Витенька в инстаграме запилил довольно резкий видос в духе Гапаря из подворотни, в котором согласился прийти на стрим к Михайлову и подебатировать. Олеженька, а ты где? То как на стримах на своих на дебаты вызывать, на которые я согласился? Ты вызываешь, как тебе предложили условия лично обсудить. Ты куда-то пропал сразу же. На прошлой неделе тебя нет. На этой тебя тоже нет, хотя ты заявлен на совещаниях. Ну ты чё? А чё еще за разговоры, что я не коренной? Может, для вас Воркута это вообще не республика Коми, а? Только я вот родился и вырос в Воркуте. И корни, кстати, у меня еще ижемские. И учился я на очной форме в СГУ. Люди меня очень хорошо помнят и очень хорошо знают. Так вот, в Воркуте у нас принято за свои поступки и свои слова отвечать лично. Как оказалось позже, четкие воркутинские пацаны умеют только пиздеть на камеру в интернете и не ходить на стрелки, на которые ранее согласились. Алло.
Алло, да. Виктор, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Это Олег Михайлов. Приветствую, Олег, приветствую. Виктор, скажи, пожалуйста, ты сегодня на стрим ко мне придешь? Ты знаешь, что я тебя пригласил пообщаться? Ну, я же тебе 20-30. ответил, давай лично встретимся, поговорим, где, что и как. Так давай, ты приходи сегодня, потому что, ты же понимаешь, да, там в том видео, в которое ты опубликовал, были недостоверные сведения, соответственно, я, пущу их в дело, вот, соответственно, пущу заявление и все остальное, вот, поэтому давай, приходи, мы, значит, это переговорим, все это дело, обсудим, потом можем договориться и по дебатам, по всему остальному. Да нет, зачем, давай лучше сначала лично встретимся и поговорим. Вот сегодня лично в прямом эфире, давай встретимся. Я же тебе как говорил, давай на нейтральной площадке встречаться, мне неинтересно только канал качать. Впрочем, это не удивительно. Битяхтин спортсмен, регбист, а значит особым интеллектом не отличается. Тем более, что явно получал в игре по голове. Вот типичный пример малолетнего дебила. Ставьте лайки, комментируйте и репостите видео, так вы мотивируете меня на создание новых роликов. Всем пока, до новой встречи.